Башкортостандың баш қаласы Уфы илей. Говорит Уфа, столица республики Башкортостан. Задолго до позднего зимнего рассвета в стенах телецентра начинается новый день. Ирина Шохова – одна из тех, чьим голосом звучит нынешнее радио России Башкортостан. 16 лет в эфире. Свою аудиторию не просто знает, она ее чувствует. Говорит, доверие слушателя – вещь хрупкая. Выпуск, если где-то запнулся, если прочитал как-то не так, они звонят и говорят: девушка, будьте, пожалуйста, повнимательнее. Вы вот там вот сказали, ударение неправильно поставили. А вот Зарема Хисматуллина долгие годы посвятила телевидению, но именно с радио связаны самые яркие воспоминания детства. На этих уникальных семейных кадрах, снятых без малого полвека назад, рядом с годовалой Заремой ее бабушка Бибиамал Мигранова. В 1943 году она начала свой трудовой путь в Башкирском радиокомитете редактором и диктором. Здесь же на видео можно увидеть папу Заремы Эрнста Хисматуллина. Он был электромехаником и на Башкирском радио, и на знаменитой станции РВ-1. Бабушка у меня работала во время Великой Отечественной войны, то есть в период становления радио. Папа работал в то время, когда появилось аналоговое телевидение. А я, получается, пришла в то время, когда осуществляется переход вот на цифру. Лера Фахрибовна, сколько лет в эфире? 30? Больше 40. Пожалуй, самый ценный подарок для каждого человека – это возможность вернуться в места своей молодости. В день празднования юбилея радио на всех ресурсах холдинга ГТРК «Башкортостан» стартовал марафон «Говорит Уфа». Народная артистка республики, легендарный диктор Лира Файзуллина у микрофона после 20-летнего перерыва. Один эфир, и вся жизнь промелькнула перед глазами. Всегда в прямом эфире мы читали. Это записи начались в 60-е годы, в конце только. Не только дикторы и ведущие, звукорежиссеры, звукооператоры, редакторы. Они встречаются спустя много лет как самые дорогие друг другу люди. 90 лет радио. Дата солидная, а сколько в ней человеческих судеб. Воспоминания о каждом сотруднике в этой памятной доске. Она останется на фасаде Уфимского телецентра навсегда, а высеченная на ней дата первых позывных будет напоминать каждому, что в ноябре 1927 года состоялось поистине историческое для Башкирии событие. Самый простой, наверное, пример и самый героический, когда радиостанция из Уфы вещала на оккупированную Европу в годы Великой Отечественной войны. Это огромное количество специалистов. Вот они не были на передовой, но они были на передовой информационной войны. Они внесли свой вклад в нашу великую победу. И мы гордимся. Они стояли у истоков башкирского радиовещания и посвятили свою жизнь любимому делу. В знак глубокого уважения почетным гостям и ветеранам радио вручили благодарственные письма. Шторка, тут там диктор сидел. Вот все, что у нас было. Маргарита Швецова пришла на радио оператором выпуска, когда ей было 20 лет. Ее отец – почетный связист Башкирии Герман Швецов. Это ему принадлежит уникальный альбом с редчайшими фотографиями агит-машин, рации в Янауле, студии в Сибае. Весь этот материал стал одним из открытий телевикторины, посвященной юбилею башкирского радио. А еще нам удалось прикоснуться к рукописям первого музыкального редактора радио Камиля Рахимова, руководителя хора радиокомитета Анатолия Тихомирова. Мы съездили в деревню Чукалы Балтачевского района, где 90 лет назад 29 семей объединились в колхоз «Радио». Это было настоящее путешествие во времени. За 2,5 месяца в эфире прозвучало 20 вопросов. Зрители прислали более 3500 сообщений. Именно в день празднования юбилея стало известно имя победителя акции. Чего же откладывать-то? Конечно же. Вот Ключи этот не ожидала, я скромный, но тем не менее самый настоящий ключ автомобиля. Поздравляем вас от всей души. Обладательницей нового автомобиля стала Татьяна Малахова из Давлеканова. Себя она теперь по праву может считать знатоком истории развития радиовещания в республике. Было очень интересно. Я столько много узнала о истории радио, вообще даже о Башкирии, о Уфе. Я исписала 3 тетрадки с разными фамилиями и информацией. Телезрителям, занявшим в викторине 2 и 3 места, были вручены телевизоры от партнера акции республиканского филиала Ростелерадиосети. По словам Натальи Колупаевой, сегодня радио России Башкортостан в FM-диапазоне доступно в Уфе и окрестностях. Уже в будущем году ситуация должна измениться. Планировано строительство и запуск 27 передатчиков по республике Башкортостан. Аудитория составит порядка 3 миллионов человек.
Технические преобразования, новые проекты в эфире и голоса из Золотого фонда. Все ради них, любимых слушателей, которые уже 90 лет кряду остаются верными своему башкирскому радио. Гульнас Нураева, Инна Горина, Гульшат Валеева, Вадим Зараев, Азамат Ахмадишин, Ильшат Казакулов. Вести, Башкортостан.